человека какой? Ну, у человека, скорее всего, чуть поменьше будет. После регистрации мы режем материал, подготавливаем его, проводим спиртовую проводку. Ведется соблюдение терморегуляции у кобыл. Здравствуйте, младший научный сотрудник отдела «Новые технологии и алгоритмы» арктической и субарктической зоны Российской Федерации Бондарев Анатолий Александрович. Значит, веду свою деятельность с августа 2024 года. Так, значит, наш отдел занимается с проблемами, связанными с репродуктологией крупного рогатого скота, также баранов и других животных, так, домашних. Значит, пройдя обучение в прошлом году, до Нового года, по подготовке и исследованию гистологических препаратов, значит, после Нового года мы запустили лабораторию по гистологии. Значит, первым делом ведется регистрация материала, будь то патологический или нормальный материал. Значит, записывается код, под которым будут именоваться пробы. Значит, откуда прибыла проба. Все пробы, которые связаны с дикими животными, это все по лицензии научной. Так? Значит, в данном представлении имеется 10 проб, так, для изучения. После регистрации мы режем материал, подготавливаем его, проводим спиртовую проводку. Значит, после этого материал заливается в парафин и в дальнейшем режется на микротоме. Так? Значит, также используем водяную баню для подготовки парафиновой проводки. Вот. В дальнейшем используется вот в таком вытяжном шкафу окраска уже гистологических срезов. Значит, тут у нас имеется спирт разной процентовки, формалин, эозин, гематоксилин, раствор аммиака 0,4%, а также для реакции депарафинации ортоксилол. Вот. После проведения окраски на материал накладывается клей и приклеивается покровное стекло для дальнейшего хранения и изучения под микроскопом. Андрей Александрович, а парафин, он сохраняет ваш препарат, да, на долгие годы или для чего это? В парафине не происходит никаких процессов гниения, порчи и так далее. Так? Поэтому это альтернативный материал, используемый более 100 лет для хранения гистологических препаратов. Спасибо. Ну, вы можете нам показать что-то из своих препаратов и пояснить для наших зрителей? Так, значит, пока что используем атлас по гистологии с микроскопической анатомией. Это атлас человека. Значит, но, как правило, органы и ткани у человека и животных почти идентичны. То есть жировая ткань, мышечная ткань, вот, костная, соединительная ткань, они все одинаковые. При окраске все обнаруживается в той же самой цветовой гамме. Значит, так как у нас окраска гематоксилин и эозин, мы получаем точно такие же снимки. На данном гистопрепарате виден пузырчатый фолликул, значит, 2 oocyта, то есть недозревшие oocyты, а также несколько
марбальных oocytов насчитывается. Окрас имеет ярко-красный до тускло-фиолетового цвета. А это чей препарат, кому он принадлежит? Это препарат яичников косули. Так, значит, добытие произвели охотники, значит, горного района по лицензии. Обобщение нашей большой аудитории, так, интересующейся. Представляем вам вот такие экземпляры, уже готовые, залитые в парафин. Значит, обнаруживаем включения некие. Это экземпляр яичников кобылы. Кобыле было 2,5 года. Так, ну, примерное измерение 2 сантиметра на 1,5 сантиметра с включениями белыми. То, что видно, это фолликулы недоразвитые, а также желтое тело имеется. Вот это и есть яичник, его такой естественный размер, да? Это его естественный размер. А у человека какой он? Ну, у человека, скорее всего, чуть поменьше будет, но не намного. Значит, данный гистоблок парафиновый, в нем залито кожный покров, копыта, околокопытные зоны, значит, зона пясти, задняя часть, то есть задняя конечность жеребенка, и обнаруживается соединительная ткань, а также включение волосяного покрова. Вот. Для дальнейшей окраски и обнаружения, какими процессами ведется соблюдение терморегуляции у кобыл, у лошадей в общем. Используем технологию по литературе Меркулова, гистологический учебник. Вот. Подготовка и проведение гистопрепаратов. В 2018 году мы проходили учебную практику. Мы столкнулись с такой проблемой того, что в сельскохозяйственных кооперативах очень трудно ведется работа с данными, получаемыми от коров и телок, так, значит, маточного поголовья дойного скота. Очень трудно вести документацию на бумаге. Нам это показалось неудобным, потому что при манипулятивных действиях с животными очень быстро надо все записывать, а данных по таблицам очень много. Тем самым мы обратились к IT-специалистам, к разработчикам, так, и предложили им вариацию приложения для того, чтобы облегчить нашу работу. Открыв приложение, мы сразу вводим в поиск базы данных в этом приложении номерной знак, либо чип, бирку, тавра или так далее. И выводится сразу на экран телефона. Это можно на любом, будь то планшет, будь то смартфон и так далее. Открывается полная картина животного. То есть его данные постельности, либо яловости, либо репродуктивные проблемы. Так, значит, когда было произведено искусственное осеменение,
данного животного. По работе с документацией, то есть, как правило, это формат А4, да, таблицы, уходит на одно животное от 3 до 5 минут на поиски. Так, а в приложении это занимает буквально 10 секунд и все. Значит, мы проводили исследования. Ага, значит, это в ведущих хозяйствах городского округа города Якутска. Это, то есть, ЖВК Сырдах, СХПК ООО «Экофирма Туймада». Вот, численность поголовья у них составляет от 150 до 250 голов. Ну и, естественно, как полагается, положительные отзывы. Так как мы являемся сами и разработчиками, и апробаторами данного приложения, необходимо будет в будущем, когда мы введем это приложение, то есть в Google Play или куда-нибудь там, смарт какой-нибудь, да, местному населению, которые хотят пользоваться этим приложением, придется просто скачать его и пользоваться, наслаждаться простотой использования. В прошлом году мы запатентовали это приложение.